Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Диляра Салиховна! Очень рада видеть вас. Спасибо большое, что согласились повторно. Знаете, когда что-то получается не так, как ты планировал, и идет все не так, как ты задумывал, ты начинаешь мыслить иначе, искать пути выхода из сложившейся ситуации. И вот если бы не вы, не тот случай с микрофоном, думаю, я бы не открыла для себя новый вектор развития. Хотя мысли были онлайн-встречи организовывать, и вот, Натя, надо быстро, срочно вынь да положь. И вам Да, спасибо за это большое. Начнем? начнем. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о себе. Я директор крупного лицея в Казани, 32 года занимаюсь управлением. Вижу свою работу как хобби. Я не работаю, я занимаюсь увлеченно своим любимым делом. Мне нравится создавать, мне нравится проектировать, мне нравится видеть конкретный результат своей работы. Один из лицеев, который очень известен сейчас в России, мы долго работали на имидж, теперь имидж работает на нас, и у нас хороший результат ЕГЭ и Олимпиад, но все-таки я считаю, что дети, родители, учителя должны в школе проживать интересную жизнь. Мы не готовим к жизни, мы живем интересно. Но плюс к этому я еще летающий директор, благодаря тому, что, в общем-то, накопился опыт за свою жизнь, я люблю его передавать интерактивно, интересно, темпово, и поэтому я очень много работаю с регионами, я федеральный тьютор, и много еще что интересного есть с общественной точки зрения по моей основной деятельности, поэтому, наверное, об этом лучше расскажут мои посты в социальных сетях. Пользуясь случаем, приглашаю подписаться. В одном из своих интервью вы сказали о том, что Казань является законодателем моды в плане качественного подхода организации вопросов питания в школьных учреждениях. Расскажите, пожалуйста, о вашем школьном ресторане. Вы знаете, иногда меня даже называют ресторатором. Мне это смешно, потому что, по сути, школьный ресторан – это одно из направлений нашей деятельности. Но я стараюсь, прежде чем что-либо сделать в своей организации, изучить все по миру, самое лучшее, посмотреть в России хороший опыт, адаптировать его к своим реалиям. И, соответственно, 10 лет назад мы создали школьный ресторан. Для меня вообще очень важно в школе – это уважение прав ребенка, уважение его личности. И я считаю, что когда мы ранее, вот свое детство вспоминаем, мы приходили за накрытые столы и ели то, что нам вот раздали, поставили перед нами тарелку. Я считаю, что это унижение человека. Человек должен выбирать еду, должен ее потреблять осознанно. И мы то, что мы едим, я это проверила на себе, поэтому я создала первый в России школьный ресторан 10 лет назад. 1500 детей еду выбирают, но у нас правило, ты имеешь право выбора, но и ответственность, ты должен то, что положил на тарелку, съесть. Для старшеклассников даже мы сделали такую интересную фишку, то, что я посмотрела в Уэльсе в частной школе, у старшеклассников салат-бар. Дети себе правильно сами формируют правильную пищевую тарелку, и вот принцип школьного ресторана, с одной стороны, мы готовим качественную здоровую еду по одну линию раздачи, по другую линию раздачи. Очень много интересных таких содержательных моментов, связанных с тем, что мы формируем в голове ребенка осознанное пищевое поведение. И что мне особенно нравится, наши дети сейчас культуру правильного питания несут в свои семьи. Согласитесь, что сейчас в семьях во многих культура здорового правильного питания, она утеряна. Кто-то возвращается к ней, когда уже надо компенсировать какие-то проблемы со здоровьем. А если мы говорим о здоровье, это очень важно, заложить правильное осознанное пищевое поведение у детей еще в школе. Вот этому помогает наш школьный ресторан. Пользуясь случаем, обращаю ваше внимание на YouTube, на нашем школьном канале очень много видеоматериалов. Мы каждую неделю, представляете, мы каждую неделю уже эти 10 лет принимаем ту или иную делегацию. Вот сегодня у нас приезжают управленцы из города Екатеринбург, очередная группа. Мы сегодня будем тоже показывать школьный ресторан. Сейчас мы с вами поговорили о ваших школьниках, давайте поговорим о ваших сотрудниках. Когда вы набираете в школу новых сотрудников, как вы определяете, свой человек или нет? Впишется он в рамки вашей жизни, да, школьной или нет? Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Вы знаете, говорить о том, что я прям такой провожу, подходит или не подходит, я бы так не сказала. Я же понимаю, что сейчас с кадрами трудно. Я, наверное, смотрю не в контексте подходит или не подходит, а я смотрю вообще, можно ли этого человека сделать подходящим. Вот, наверное, более точно так бы я бы сказала, потому что есть люди, которые готовы следовать правилам, традициям организации, которые готовы
настраиваться на одну волну и готовы себя проявить. Как я определяю, это интуитивно. 32 года управленца работы с людьми, интуиция, и всегда обращаю внимание на то, что человек готов получать дополнительные навыки. То есть, когда только приходит, говорит, я учитель, и все. Вот на сегодня сказать «я учитель» и все, это значит о себе не сказать ничего. Я всегда говорю о том, что вы можете еще, какие у вас есть навыки, к чему вы готовы учиться, как вы готовы себя переделывать, транспонировать и так далее, потому что мы в таком agile времени живем, в гибком управлении, что все быстро меняется, и люди не должны успокаиваться, они должны понимать, что нужно развиваться. Если ты хочешь у нас трудиться, если ты хочешь развиваться, ты будешь получать достойную зарплату, мы к этому идем. У нас это получается. В 2016 году вы стали призером Всероссийского конкурса «Директор школы». Также ваши сотрудники успешно участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Скажите, пожалуйста, что дает участие в подобных конкурсах педагогам и вам в том числе? Мне, вы знаете, когда меня уговаривали участвовать в конкурсе, мои коллеги из прежнего, как бы, дружба, у меня есть коллеги-директора, которые более опытные, и когда мне сказали, Диляра, тебе нужно быть в этом конкурсе. Я уже была тогда наделена определенными регалиями, статусами, и как бы возраст был такой достаточно зрелый, и я не, с большим трудом, вернее так, я с большим трудом приняла это решение, но потом поняла, что, наверное, это было таким правильным отправным моментом в моей жизни, потому что к тому времени, знаете, я начала уставать от ходьбы по кругу в качестве директора школы. Есть такое осознание, что вот год проходит, вот ты крутишься, участвуешь, что-то делаешь. А после конкурса, вернее, участие в конкурсе позволило мне себя по-другому ощущать в профессии. То есть я не изменила профессию, я изменила себя в профессии. Вот так я осознаю этот конкурс 2016 года. Я стала призером, вошла в призовую десятку. У меня расширился огромный круг коллег по всей России. Это такое необыкновенное ощущение братства, что мы можем обмениваться, мы все такие драйвовые, зажигательные. У нас море идей, мы щедро делимся, мы очень открыты друг с другом. И очень поддерживаем друг друга, потому что не секрет, после конкурса, и когда человек особенно успешен в конкурсе, бывают моменты, когда мы работаем над, ну, скажем так, жизнь расставляет какие-то такие сложные моменты, и ты вынужден снова доказывать, что ты сильный, что ты можешь, что ты держишь свою линию впереди. Иногда бывает так, что даже приходилось помогать защищать людей и в судебных инстанциях наших. И когда с нашими какая-то беда, мы все подключаемся. Если говорить о моих педагогах, учителях, то здесь хочу сказать, что для меня педагогический дебют, всероссийский конкурс «Педагогический дебют», это такое место прокачки компетенций моих педагогов. Я иногда даже не смотрю, насколько они опытные, насколько они конкурсные. Я просто уверена, что с конкурса они приедут другими. Поэтому, по сути, вот этот конкурс «Всероссийский педагогический дебют» я воспринимаю как такие интерактивные, жизненные курсы повышения своего профессионального мастерства. И когда я отправляю команду на конкурс, либо еду с ней, я говорю, что коллеги, наша задача – завязать контакты, наша задача – взять, впитать все, что только можно, наша задача – максимально показать себя профессионалами, ну и это будет задача минимум. Если еще при этом будет результат с точки зрения победы, то это вдвойне приятно. Кстати, мимо ваши слова я не пропустила, для меня это было действительно интересно услышать. Скажите, важно ли директору взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса? Да, вы знаете, вот в последнее время я особенно очень остро ощущаю, что меня остается мало моим лицейским, как мы говорим. Поэтому в связи с тем, что я очень много езжу и работаю с регионами, я стараюсь тогда, когда я в Казани, очень активно работать и с родителями, и с детьми, и с учителями. Я многие вещи делегирую, считаю, что это одно из важных таких хороших качеств управленца, уметь делегировать и доверять людям, в то же время контролируя. Но и я считаю, что тогда, когда ты делегируешь все, ты просто теряешь себя в профессии. Общение с учителями на старте учебного года и по его завершению индивидуальное.
я никому не делегирую. Работу с семьями к нам поступающих первоклассников я никому не делегирую, я это провожу сама. 2 раза в год я встречаюсь со всеми родителями, 1500 учеников. Я провожу встречи в течение 3-4 вечеров. Эти встречи есть, кстати, на нашем YouTube. Это стартовые встречи до начала года в сентябре. И отчет по итогам года в январе, это тогда, когда по моему персональному приглашению в зале все родители. Но те, кто нас слушает, предлагаю на YouTube ознакомиться, потому что даже формат этих встреч несколько необычный. Я по-иному рассказываю родителям о достижениях школы, о том, какие у нас проблемы, как мы с ними справляемся. И вы знаете, вот сейчас очень актуальна тема наставничества. Наш шеф нашей телестудии, Ключников Андрей, нештатный наш сотрудник, он мой бывший ученик. Когда-то я в школе была заместителем директора по воспитательной работе, а он диджеем. И когда-то я его обучала физике. А сейчас он обучает меня держаться перед камерой, работать с аудиторией. И иногда после наших таких вот съемок, открытых эфиров, он приходит ко мне и устраивает мне разбор полетов. Иногда очень жестко. Но для меня сейчас он наставник, потому что в своем деле он профессионал, он мне может дать, я от него могу получить. Когда-то я помогала ему осваивать такой сложный предмет. Кстати, отмечу, что ваш канал очень активно работает, и только вчера заметила, у вас вышла новая публикация, новое видео с гостем, да? Вот. Следующий вопрос. Сегодня я также хотела, прежде чем подготовиться к этому интервью, точнее, я основательно подготовилась, почитала в интернете. Да, я уже прочитала. Я почитала в интернете о вас, и вот наткнулась на одно интервью, на ваше высказывание, где вы сказали, что мне всегда интересно создавать условия для нормальной работы сотрудникам, для качественного обучения ученикам, для родителей условия доверия. Поэтому все проекты отсюда, от желания сделать все самым лучшим образом. Расскажите, пожалуйста, какими реализованными проектами вы больше всего гордитесь? Ну, наверное, один из самых-самых-самых, потому что там действительно много моего авторства, это школьный ресторан. Это действительно уникальный проект. Я очень много сейчас с ним... Я даже о нем рассказывала в Брюсселе на конференции под эгидой ООН, причем на английском языке, до пандемии это было. И мы щедро его тиражируем и в Казани, и в Татарстане, и в регионах России. Буквально недавно, если смотреть по моим социальным сетям, я давала мастер-класс в Москве по этой теме для директоров школ города Владивостока и управления образования Владивостока. Следующий проект, которым я тоже очень горжусь, правда, время его транспонировало, вот сейчас поймете почему, мы создали такой проект с нашей командой «Школьный парк. Территория культурного досуга местного сообщества». Когда мы его создавали в 2015 году, мы планировали, что жители будут пользоваться нашим парком. Сейчас время изменилось, и нам пришлось закрыть территорию. Но в то же время мы продолжаем реализовывать этот проект, просто сейчас на территорию впускаем по предварительным спискам и по удостоверению личности, но все-таки это мы делаем. И, пользуясь случаем, приглашаю всех на уникальное событие. Я думаю, что его нет ни в одной образовательной организации нашей Российской Федерации. Дело в том, что вот этот проект позволяет нам привлечь очень интересных партнеров. И уже 3-й год подряд, 16 июня, я анонсирую, в нашем школьном парке будут забеги в ползунках. Это акция «Комсомольской правды». Дети совершенно младшего возраста, которые не умеют ходить, будут по нашему парку ползать, перемещаться с помощью поддержки родителей. Это будет такой очень интересный конкурс. А на нашей школьной территории будет уже парковка не машин, а детских колясок. Еще очень интересный проект – это обучение предпринимательству детей, тоже очень крутой и реальный проект. А далее проект – это система корпоративного обучения групповых техник, который мы реализуем уже тоже 10 лет. Очень интересный проект, и вчера я с ним выступала на комитете в Государственной Думе Российской Федерации, я только пролетела поздно ночью. Это проект «Семьеведение» в школе, и опять-таки анонсирую этот проект. На ВДНХ нам предложили 1 июня, я очень этим горжусь, нашей команде предложили вести площадку по этому направлению вместе с движением первых. Это вот совершенно свежие новости, я только прилетела ночью. И я уверена, что этот проект тоже в том
формате, в котором мы продвигаем, он очень успешно будет пользоваться спросом у наших коллег в Российской Федерации. Ну и, наверное, тоже один из брендовых проектов, который уже пошел по России широко, это «Деловой завтрак по четвергам». О нем очень многие слышали. Также можно смотреть все эти деловые завтраки на нашем YouTube-канале. Поэтому есть чем гордиться, да, у нас интересных идей очень много. Но и мы ведь продолжаем искать, мы продолжаем черпать, потому что, общаясь с регионами, ты всегда находишь что-то свое. А вот вчера очень интересная идея, я не знаю, как она у нас пойдет, просто поделюсь с вами на комитете Госдумы. Очень интересный проект услышала «Читающая мама», который пошел из Японии, школы Японии. Я думаю, что все преодолеем. А если поподробнее? Поподробнее? Про что? Читающую маму. Да, я ошиблась, не Япония, а Китай. Там в школьных библиотеках сделали такой островок, когда мамы приходят в школу и вместе с детьми читают книги. Таким образом, они навыки чтения, причем почему и по ПИЗе китайцы продвинулись, навыки чтения, они начинают привлекать в семью, культивируют семейное чтение. А вот я думаю, как это реализовать у нас, пока вот очень все контурно, но тем не менее мне понравилось название «Читающая мама». И еще очень такой амбициозный проект, который впереди. Нам предложили его реализовывать. Это уже была идея мэрии города Казани. Тоже пока все в контурах, но я все-таки о нем заявляю. Вы знаете, я привыкла, когда в камеру проговорю, точно сбудется. Да? Очень хотелось бы со следующего года реализовать проект обучения класса креативной индустрии. Такая мастерская креативной индустрии. Это не только архитектура, сколько современный дизайн, современное такое креативное, нестандартное видение. Оно очень нам созвучно, потому что в наших техниках обучения развивается критическое мышление. Поэтому вот эта внеурочная деятельность нам будет очень созвучна тому, что мы делаем. Пока тоже все очень в контурах, но я думаю, что за летний период мы это все структурируем, и уже будет определенное видение. Попробуем внедрить, потом будем делиться с регионами. Здесь главное... Да, извините, главная проблема здесь, которую я вижу, да, несложно создать это пространство, можно привлечь специалистов и так далее. Главная проблема – кадры. Кто будет эти занятия в парке креативной индустрии вести? Потому что здесь нужны уникальные люди, вот их нужно найти, это задача номер один сейчас. И отсюда вытекает вопрос, где вы берете силы, как вы отдыхаете, вы же не машина. Я не машина, мне в октябре будет 61. Знаете, где я беру силы? Мне сегодня, я легла поздно сегодня спать, часа в 2 ночи, в 6 утра я встала, просто за шкирку себя потащила бегать в парк Черное озеро, потому что если бы я не пробегала свои 6 километров с утра, мне бы не было сил сейчас с вами разговаривать. Но вообще очень помогает, кстати, очень многим коллегам советую тренажерный зал. Либо зумба, либо любой другой фитнес, найдите то, что любите, и 3 раза в неделю железно. Но я себя немножко наказываю. Если у меня по каким-либо причинам 3 раза в неделю не получается, тогда, значит, в воскресенье 2 тренировки. Как вы считаете, какими качествами должен обладать успешный современный директор? Он не должен бояться, потому что я очень часто сталкиваюсь, когда директора боятся. Когда свое неделание, нерешение они оправдывают тем, что это не соответствует таким правилам, другим правилам. Всегда, когда ты не хочешь сделать, ты найдешь правила, которые тебе помогут это не сделать. Поэтому надо быть смелым и надо понимать, что за тобой люди. Это первое качество. Второе, то, что сегодня должно присутствовать обязательно в современном директоре, это мышление за рамками. Вообще проблема современных руководителей школ – это стереотипы. Надо уходить от стереотипного мышления. Вот эта тетя-учительница, да, нет, надо быть другом детей, надо быть человеком современным, активным, подвижным, потому что дети смотрят на нас. И я своим педагогам, учителям говорю всегда, учитель – это как артист. Всегда в форме, всегда веселый, всегда с настроением, с укладкой, с макияжем на каблуках, в хорошем костюме. Учитель – это и смотреться, и звучать должно гордо. Ну и директор, соответственно. Директор – это пример для своего коллектива. Вот в 2019 году ваш лицей занял 1 место на конкурсном отборе на соискание гранта «Успешная школа». В актуальном проекте...
В актуальность проекта вы включили то, что каждый педагог имеет право на переживание успеха, вызывающего веру в собственные силы и способности. Скажите, пожалуйста, как вы мотивируете своих коллег? Не совсем поняла, не расслышала. Как вы мотивируете своих коллег? Мотивация? Понимаете, надо передавать свою энергию в ходе вот этого процесса мотивации. Это первое. Обмен энергией. Потом я, наверное, физик по базовому образованию, хотя я никогда не думала, что я вообще физику буду когда-то в школе преподавать. Я ее немножечко преподавала в школе. Мне очень важно все логистично разложить по полочкам. И мне нужно объяснить. Если я человеку объясняю, к чему это приведет, да, какой будет результат. Вот даже одним из таких стартовых занятий в начале года у нас изучение расчетки зарплаты учителя. Человек должен понимать, да, за что он получает, он должен хорошо разбираться. Когда он понимает, у него логика включается, он понимает, что я должен вот эту нагрузку взять, другую взять, преуспеть где-то в конкурсах и так далее, чтобы получить больше стимулирующие выплаты. Вот это мы все детально разбираем. Далее, это, конечно, личная харизма руководителя, которая позволяет человеку поверить в себя. Это очень важно, когда человек в себя верит. Ну и разложить все за и против. Да, у тебя будет высокий результат. Это здорово, это замечательно, но ты тоже не должен зазнаваться и корону надевать. Если у тебя будет результат, который ты, может быть, ты не получил результата, ты должен понять, что ты его все равно получил, потому что ты стал другим в ходе конкурса. Вот это состояние работы над собой в процессе подготовки, в процессе преодоления себя, оно тебя уже на другую ступень повышает. И это людям надо объяснять, рассказывать. Они это понимают. Когда с ними, им это объясняешь, рассказываешь, когда вместе вот это все проблемное поле очерчиваешь, да, и понимаешь, как можно справиться с задачей, все получается. Не идеализирую, бывают проблемы, но и проблемы решаемые. Все можно в этой жизни изменить, кроме одного. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я. Все остальное в жизни можно поправить. В свою очередь, какой совет вы бы дали молодому директору, который только заступил на должность директора? Прежде всего, работать над собой. Понимать, что это не то место, на которое тебя посадили, разделяет царство. Пахать надо. Надо пахать, надо стараться делать жизнь людям лучше, которыми ты руководишь, потому что прежде чем с людей спросить, надо им сначала создать условия. Это однозначно право. Условия достойного места рабочего, условия возможности развития, повышения квалификации. Поэтому мы сейчас очень много занимаемся внутрифирменным обучением, достойной зарплаты, возможность открыто, бело и красиво зарабатывать и возможность получать соответствующие повышение квалификации и признания. Вот это зависит от директора, прежде всего. Даже если говорить, например, об аттестации, начинают говорить, что вот у меня такое количество не той категории, а что ты сделал, чтобы они были все той категории? Как ты с ними поработал, да? Как ты со своей командой заместителей помог учителю преодолеть этот этап профессионального роста, повышения квалификации? Наверное, так. А это реально, если у тебя в штате 70 человек? 80 сотрудников, педагогов, заниматься мотивацией? Понимаете как? Очень вот в наших мастер-классах есть такой блок, мы его включили осознанно года 4 назад, делегирование называется. У меня 10 заместителей, реально ставок 8, но кто-то на полставки, поэтому 10 заместителей. И вот эта вертикальная сеть управления, четко все знают свои обязанности, полностью от и до. Я им доверяю, но точечно все равно контролирую. Я им помогаю расти своим заместителям. Вот Калина Исакосьевич очень хорошо сказал, замов надо делать сильными. Если ты замов делаешь сильными, то все, у тебя с работой все получается, ты сам сильным становишься. Я сейчас говорю о директорах. А далее еще есть такой элемент матричного управления. Да? Это когда идет взаимообмен обязанностями между заместителями, и таким образом поле навыков каждого заместителя расширяется. Соответственно, под каждым из них люди, с каждым человеком они работают, под ними дети. Это понятно, я 1500 детей, я не могу знать каждого ребенка, и с учителями я в основном общаюсь на старте и в итоге, но больше я, конечно, работаю с заместителями. И по теории кураторской методики Ушакова это очень-очень здорово
получается. Очень советую об этом почитать. Еще очень важный элемент, который хочу посоветовать молодым директорам. Время сейчас, к сожалению, сработало на то, что с людьми происходит такое, очень падает эмоциональный интеллект, эмоции. Ковид, все вот эти проблемы, пандемия ухудшила здоровье людей. Мы потеряли их эмоции, а эмоции в коллективе, позитивные эмоции в коллективе – это очень важная составляющая. И поэтому с каким лицом директор в школу заходит, даже как он здоровается с людьми, как он это делает осознанно, не думая в этот момент о своих проблемах, а именно осознанности, да, как он улыбается каждому своему сотруднику, как он посылает мысленную ему энергию. Энергию надо людям давать, однозначно. И это должен делать директор. Ага, спасибо большое. Давайте перейдем к коротким вопросам, точнее, к коротким ответам. Какие качества вы цените в людях? Какие качества вы цените в людях? Искренность. Что поднимает вам настроение? Качать железо в зале. 3 вещи, которые надо отпустить, чтобы стать счастливым человеком. Постоянное копание, что я сделала не так, если у меня не получилось. Принимать все вокруг себя с радостью и жить будущим, а не вчерашним днем. Благодарю вас, Диляра Салиховна, за открытый диалог. Желаю вам надежных партнеров, вдохновения, времени на свои любимые дела. Уверена, что впереди у вас еще немало проектов, которые станут образцом для всего образования нашей Российской Федерации. Спасибо большое. Искренне желаю всем здоровья, позитива, драйва. Всех жду к нам в лицей. С удовольствием поделимся всем, чем имеем. И счастливого завершения учебного года. Скоро последний звонок. Скоро вальс Победы прозвучит во всех наших школах. Это очень трогательные, приятные майские события. Всем удачи! Уважаемые зрители, благодарю за просмотр. Есть о чем подумать. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что возьмете на заметку. Также обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки, делитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями и коллегами. До новых встреч!